Самая главная проблема осетинской хореографии и именно ансамблей, если говорить о профессиональном, это то, что нехватка хореографов профессиональных. Вы мне можете сказать, а ты что тогда делаешь? Я в процессе стараюсь что-то делать потихоньку, доучиваюсь пока, но конкретно ко мне никогда не приходило предложение что-нибудь поставить в каком-нибудь коллективе. Я себя реализую в Осетии только в ансамбле «Маленький джигит». У меня есть примеры, я могу их убедительно выставить на любой показ, вплоть до одноактного балета, который я ставил в ансамбле «Маленький джигит». Есть какие-то постановки одноактных танцев и так далее. Вот так. Но что-то такое масштабное, может быть, в плане с профессионалами я еще не ставил, потому что либо я сам не ставил, либо просто меня еще не приглашали, да, и так далее. Но проблема исключительно только в этом. Нету профессионалов, а есть очень много дилетантов, которые просто обожают хореографию. Вот у них есть, они любят свою хореографию, я люблю танцевать, я люблю, не знаю, там, ставить. Но он, если вывернется, он не сделает это, потому что либо у него не хватает таланта, чтобы научить или придумать, либо у него не хватает для этого образования. Да. Потому что всем известно, научить стать хореографом, гитиси говорят, нет, невозможно. Как можно научить стать хореографом? Как можно научить тебя придумывать, не знаю, там, поэмы или там, и так далее? То есть все это относят к таланту. Но что можно сделать? Помочь раскрыть этот талант. Можно обучиться ремеслу, можно набраться опыта и стать профессионалом. Профессионал – это не всегда талантливый человек. Профессионал – это тот человек, который умеет выполнять свою работу. Я не знаю, там. А есть, допустим, есть плиточник, который профессионал, он идеально ставит все зазоры, все четко. Но когда дойдет разговор о том, что нужно что-то особенное здесь сделать, вот здесь такой угол, здесь такой, здесь возвышенность, здесь... Вот там талант включается. И может человек, который вообще не профессионал, он это так талантливо сделает, что профессионал будет голову ломать, свою геометрию, и не придет к результату никогда. Вот здесь включается талант. Вот вы когда меня спросите про фильм, я вам про талант Султана Хаджирока расскажу. Ну, пока танцы. В любом случае, получается, нам к экспериментам каким-то уделяют отношения. Нет, положительно. Нет, положительное. Почему? Потому что, допустим, тот же проект «Урок», который я делаю, это большой эксперимент. Это огромный эксперимент, тем более с детьми, с драматическими актерами театра сатиры «Амран» и так далее. Я за эксперименты. Просто я не за эксперименты из серии, допустим, есть щим танец, да? Не надо его придумывать по-новому. Это велосипед для меня. Но его можно просто преподнести по-другому. Его можно сделать и театрализованным, и ту же, допустим, бессюжетную какую-то линию там, и так далее, или постановку сделать интересно, логично, музыкально, красиво, фундаментально. Можно кучу синонимов подбирать. Что очень часто превращается. Мне очень обидно бывает, когда, допустим, во-первых, сначала мне очень приятно, что танец щим, допустим, в той же, допустим, соседней Грузии, а Грузия это большая страна, и это хореографическая страна. Допустим, они танцуют наш танец, нам это нравится, и мы у них перенимаем его. Когда этого не должно быть. А это есть. Да, это есть. Это как бы я сейчас ничего не унижаю, я просто говорю правду. И если говорить о грузинах, это вообще такие... Если честно, я с уважением отношусь к их культуре, с большим уважением. Я очень люблю грузинскую культуру, грузинскую музыку, грузинские песни. Что касается в плане хореографии, сейчас все кавказские коллективы, я не знаю, кто-то вот так, все увидение смотрит, кто-то вот так смотрит. Я не смотрю на самом деле, все говорят, но сам дома приходит и смотрит вот так, через щель, да. У них что? Они не боятся экспериментировать. Почему? Потому что они очень много не боятся перенимать. Да? У нас как? Вот сейчас мы, допустим, у кого-то что-то взяли сразу. Это не наше, убери отсюда, грубо говоря. Там. Или, допустим, в осетинском танце попробовали что-то новое сделать, сразу все, это не... Все, да. Только вот так как бы. Поэтому у нас трудно эксперименты делать. Это все сразу отсекается. Почему? Значит, это были неудачные эксперименты, я считаю. Нам экспериментировать сложнее, я считаю. Им экспериментировать намного легче. Потому что у них есть Грузия, Аджария, Кахетия, Сванетия,
там с чеченцами граничат, здесь с нами, там и так далее. Оттенков много, они могут эти оттенки все, получается идеальный колор, понимаете? И им легко примерять все это. То есть они это очень делают грамотно, очень вкусно, очень продаваемо они это делают. Я не говорю, что мне все нравится, но я говорю то, что я думаю, да, допустим. И я вот не договорил о Щимде, о том, что нельзя так делать, нельзя свой танец у кого-то брать, надо, твой танец должен быть фундаментальным, у тебя четко сделан, он должен быть четко поставлен. Танец Щимд в ведущих коллективах Осетии, он должен быть, как сказать, вот как правило, как теорема, я не знаю, которая никогда не меняется. Она может интерпретироваться, по-другому делаться. Я не знаю, есть балет «Лебединое озеро», а есть, я не знаю, там парк, современный балет. Они и тот, грубо говоря, идут в одном театре. Да? Но все знают, что это классический балет, который никогда никто не будет трогать. Хотя есть много примеров, там и Мацек и так далее, кто только «Лебединое» по-другому не ставили. Но это, они называют его как, это не классический балет, это модерн. Там. Да, может быть, я могу, мне интересно было пойти, кто-то сказал бы там, Щимд поставили вот по-новому. Я, конечно, пойду, мне интересно посмотреть. Но, чтобы вы не позиционировали, вот Щимд теперь вот такой. Нет. У нас есть история, классическое наследие там и так далее, в виде хореографического искусства. А есть что-то новое, пожалуйста, я только за. И, кстати говоря, вот у тех же грузин, они это умеют сохранять. У них есть классические, да, даже, по-моему, и так и танцуют отделения, когда есть фундаментальных там танцы, которые ставили там искушили вообще. И есть новое что-то. Поэтому они продвигаются как-то вперед, они популярны, на них зрители идут. И мне уже, вы не представляете, в каком количестве мне звонили и из Москвы, и какие-то знакомые, там продюсеры разные, найди нам выход на этих людей, как с ними. Они в Россию не ездят, трудно их из-за политических, видимо, подоплек, может быть, их очень везде хотят, ждут и так далее. Это пример для меня, что если их люди ждут, зовут, как бы, мы почему-то перешли на них. Почему? Потому что я говорил о том, что я считаю, что нельзя, сейчас вообще все видно, грубо говоря. Вот станцевали танец, и он уже есть в интернете. И тут я смотрю, что этот танец танцует какой-то, не знаю, коллектив серьезный в Осетии. Я знаю, где они переняли. Есть другая практика. Вот, допустим, я долгое время в ансамбле «Маленький джигит» отец хотел кабардинский танец, чтобы был. И я поставил танец кабардинский под влиянием в ансамбле «Кабардинка». Был кабардинский танец, который мне очень нравился, еще в 90-е годы. Тогда этим коллективом руководил, как же я забыл его имя. Вот, чтобы не ошибиться, я сейчас не буду называть. Короче говоря, я поклонник этого хореографа. Он тоже сейчас ударился в теорию, много пишет. Он не является сейчас, как бы, он живой, здравствующий. Но я не знал, кто это ставил, мне ребенком очень нравился этот танец. И мне посчастливилось с ним встретиться. И когда я понял, что это тот человек, который ставил этот танец, я встал и сказал: спасибо, что я ваш поклонник. Как бы, вот, мне нравится очень, как он ставил этот танец. Я под влиянием этого танца поставил свою, это называется, редакцию. Да, грубо говоря. То есть я взял оттуда часть, которая мне нравится, ну, естественно, не без разрешения, и поставил вокруг него свой танец, да, допустим. Это называется редакция Алана Кукаева. Я не говорю, что там, это есть такая практика, там, да, есть, допустим, спектакль «Спящая красавица» Григоровича, а есть других хореографов и так далее, и так далее. Редакции называются они. Так что вот так, и вот, это нормальный ход, такой может быть. Но вот так цитатами брать серьезный коллектив, что это очень плохо. Очень плохо. Это я возвращаюсь к тому, что нету хореографов профессиональных.